установленные сроки. Проверки проведены по вопросам использования муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфере, строительства и инвестиционной политики. Всего за прошлый год проведено 27 контрольных мероприятий, в том числе по контролю доходов бюджета и использованию имущества, проведены проверки использования средств на снос жилых домов, финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов, рассмотрена деятельность гуманитарного предприятия «Горснаб», а также проверено использование средств на проведение выборов 2023 года. В сфере ЖКХ рассмотрены вопросы обращения с отходами производства и потребления, охраны городских лесов, благоустройства города, обеспечения деятельности округов и пригородных территорий, использование средств резервного фонда на предотвращение и ликвидацию последствий ЧС. Контроль расходов на строительство и инвестиционную политику проведен по вопросам использования средств для реализации муниципальных программ по профилактике правонарушений, развитию транспортной сети, общественных и внешних связей города, формированию современной городской среды, а также исполнение соглашения о государственно-частном партнерстве по строительству детских садов на территории города. В социальной сфере проверено использовано средств на строительство и конструкцию общеобразовательных учреждений, обеспечение деятельности детских школ искусств, социальную поддержку инвалидов и аудит закупок в Центре народного творчества. Кроме контрольных мероприятий проведено 94 экспертно-аналитических мероприятий. Объем проверенных средств составил порядка 21 миллиарда рублей. Выявлено 478 случаев нарушений недостатков на сумму 3 миллиарда 335 миллионов рублей. В том числе 303 случая нарушений на сумму порядка 870 миллионов рублей и 175 случаев недостатков на сумму 2 миллиарда 466 миллионов рублей. Результаты контрольных экспертно-аналитических мероприятий изложены в отчете достаточно подробно по всем направлениям деятельности. В описании результатов мероприятий содержатся сведения об установленных нарушениях и недостатках, принятых мерах по их устранению и выполненных рекомендациях контрольно-счетной палаты. По сравнению с предыдущим годом, в 2024 году имеется тенденция уменьшения сумм по всем видам нарушений, кроме нарушений при осуществлении муниципальных закупок, которые составили у нас основную долю в общей сумме нарушений. Это, как вы видите на слайде, 459 миллионов рублей. Нарушения в сфере распоряжения и использования имущества составили 208 миллионов рублей. Порядка 149 миллионов составили нарушения при формировании и исполнении бюджета. Нарушения по бухгалтерскому учету 38 миллионов рублей. Несерьезное использование 16,6 миллионов рублей. В составе недостатков по сравнению с 2023 годом увеличилось неэффективное использование и риски неэффективного использования составили соответственно 465 и 286 миллионов рублей. Риски нецелевого использования средств составили 26 миллионов рублей. Иные недостатки 1 688 миллионов рублей. Следует отметить, что наибольшие суммы нарушений и недостатков установлены у нас в Департаменте градостроительства и архитектуры. Это 2 650 миллионов рублей. По итогам проверки использования средств, направленных на реализацию программы по развитию транспортной сети города, установлено, что автодороги балансовой стоимости 1 685 миллионов рублей не переданы в муниципальную собственность города и не закреплены на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения за эксплуатирующие организации. По итогам также внешней проверки годовой бюджетной отчетности в департаменте установлены недостатки на сумму 270 миллионов рублей, из которых большая часть связана с рисками образования бесхозного имущества, так как длительное время числятся в учете в качестве незавершенных строительством объектов. Также у нас большие суммы нарушений и недостатков установлены в управлении образования, это порядка 342 миллионов рублей, где по итогам оценки организации школьного питания установлено, что 49 учреждений практически наполовину не освоили средства, доведенные для обеспечения питания обучающихся начальных классов, вследствие несовершенства наших муниципальных правовых актов, определяющих порядок организации питания школьников. Также в департаменте имущественных и земельных отношений по итогам проверки реализации программы по профилактике правонарушений на территории города установлены нарушения порядка ведения бухучета в размере 157 миллионов рублей. В унитарном предприятии «Горснаб» муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 34 652 000 рублей использовалось
неэффективно, без какой-либо экономической выгоды для предприятия. Это установленные у нас склады, которые фактически не используются. Общая сумма нарушений и недостатков, подлежащих устранению, составила 1 990 миллионов рублей, что составляет порядка 60% от общей суммы установленных нарушений. Из них устранено на сумму 1 763 миллиона рублей. Это у нас путем возмещения средств в бюджет города на 12 миллионов рублей, выполнением работы и оказанием услуг на сумму 5 миллионов рублей, внесением исправления в бухучет и отчетность на 11,5 миллионов рублей, а также устранением нарушений в части распоряжения имуществом на сумму 1 735 миллионов рублей. Как я уже сказал ранее, помимо контрольных мероприятий, нами были проведены экспертно-аналитические мероприятия. Так проведен комплекс аналитических мероприятий по экспертизе бюджета города. Это у нас экспертиза на проект бюджета, на внесение изменений и оперативное исполнение бюджета. Также экспертиза проекта муниципальных программ, нормативных правовых актов окружной администрации и решений Якутской городской думы. Тематические и экспертно-аналитические мероприятия касались оценки организации школьного питания, анализа расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города и анализа результативности мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства. Всего по итогам экспертно-аналитической работы выдано 298 предложений и замечаний, из которых были приняты и реализовано 229. За прошлый год контрольно-счетной палатой проверенным организациям направлено 55 представлений и 6 предписаний для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектами контроля в полном объеме рассмотрены и реализуются планы мероприятий по исполнению предложений и рекомендаций контрольно-счетной палаты. Также хочу отметить, что привлечено к дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц муниципальных учреждений и уволено 3 должностных лица. На момент формирования отчета было исполнено полностью 37 представлений и 5 предписаний. В настоящее время по причине наступления продления сроков исполнения на контроле находится 18 представлений и 1 предписание. Срок исполнения представлений наступил в основном по итогам проверок, которые были проведены в конце прошлого года. В целом, по исполнению предложений контрольно-счетной палаты города Якутска по результатам проведенных контрольных мероприятий окружной администрации принято и внесены изменения в 12 муниципальных нормативно-правовых актов. И для исключения коллизий признаны тративших силу 5 нормативно-правовых актов. В отчетном году были утверждены 22 муниципальные программы новой редакции в связи с актуализацией нового периода реализации и утверждением новой стратегии социально-экономического развития города Якутска за 2032 года. По итогам проведения экспертиз контрольно-счетной палаты даны ряд предложений и замечаний, из которых в настоящее время 55 приняты и внесены в постановление окружной администрации. Также необходимо отметить, что одним из основных результатов деятельности контрольно-счетной палаты является принятие правительством республики наших рекомендаций в части внесения изменений в нормативные правовые акты республики. Так, решен вопрос о финансировании межмуниципального маршрута Якутска за счет средств государственного бюджета республики, как требует федеральное законодательство в сфере организации регулярных пассажирских перевозок. Благодаря поддержке народных депутатов собрания документ, также членам правительства, данный межмуниципальный маршрут 1 января включен в перечень социально значимых межмуниципальных маршрутов республики. В настоящее время расходы на организацию данного маршрута осуществляются за счет средств госбюджета республики. По результатам проверки использования средств на обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города установлено направление средств бюджета города на исполнение расходных обязательств также республики Саха-Якутия в виде оплаты содержания пожарных грибов, переданных безвозмездное пользование государственной противопожарной службы республики. Указанное нарушение у нас носит систематический характер, начиная с 2014 года. В прошлом году были проведены ряд заседаний по результатам данной проверки с участием Министерства по делам гражданской обороны республики. И начиная с 2025 года расходные обязательства по содержанию пожарных депов предусмотрены в государственной противопожарной службе республики. Также в прошлом году, еще раз повторюсь, по инициативе контрольно-счетной палаты проведено масштабное общереспубликанское экспертно-аналитическое мероприятие по оценке организации школьного питания с участием 11 муниципальных контрольно-счетных органов республики.
По итогам мероприятия установлен ряд системных нарушений и недостатков, в том числе одним из основных недостатков это у нас является несовершенство правовых актов, регулирующих организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов, вследствие чего наблюдалось низкое освоение средств межбюджетных субсидий. В этой связи мы от имени Союза муниципальных контрольно-счетных органов республики обратились к правительству республики с предложением внести соответствующие изменения в государственную программу по развитию образования в части использования муниципальными образовательными учреждениями экономии средств межбюджетных субсидий, образующихся в результате фактической посещаемости обучающихся, и направлять на обеспечение повышения качества и наполнения рациона питания и увеличение кратности предоставления бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов. В свою очередь, правительством республики полностью поддержаны эти предложения, и постановлением от 25 февраля текущего года внесены соответствующие изменения в госпрограмму, в том числе порядок предоставления и распределения субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов. Также по информации Министерства образования республики в целях упорядочения механизмов использования средств в настоящее время разрабатываются методические рекомендации по использованию данной межбюджетной субсидии. Таким образом, внесенные изменения в госпрограмму в порядок предоставления субсидий муниципальным образовательным учреждениям позволит освоить средства в полном объеме и повысить качество питания обучающихся начальных классов по всем образовательным организациям нашей республики. Так, в прошлом году у нас составлено 34 протокола, тогда как в 2023 году у нас было 28 протоколов. Якутским городским судом и мировыми судьями признаны виновными в совершении административных правонарушений 11 должностных лиц и 2 юридических лица по таким статьям 2, как нецелевое использование бюджетных средств и нарушение условий предоставления субсидий. Виновным лицам назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 307,4 тысячи рублей, из которых поступило у нас 288,4 тысячи рублей. Также в прошлом году в целях повышения эффективности взаимодействия с правоохранительными органами подписано соглашение с прокуратурой города Якутска в новой редакции, а также соглашение с окружной администрацией города Якутска для выявления и пресечения правонарушений в сфере финансового контроля. В прокуратуру города для сведения и правовой оценки по фактам установленных нарушений направлены материалы и контрольных мероприятий. По итогам рассмотрения материалов прокуратуры города возбуждены дела об административных правонарушениях и привлечены к ответственности должностные и юридические лица. Также внесено представление об устранении нарушений федеральных законов в сфере закупок, бухгалтерского учета и объектов культурного наследия. В Министерство финансов республики направлены материалы 5 проверок, по итогам рассмотрения которых по фактам нарушения законодательства в сфере закупок привлечены к административной ответственности 2 руководителя муниципальных советных учреждений. По инициативе Союза муниципальных контрольно-счетных органов республики были представлены отдельные проблемные вопросы организации деятельности муниципальных контрольно-счетных органов и обсуждены законопроекты, связанные с основной деятельностью муниципальных контрольно-счетных органов, график осуществления муниципальных должностей и изменением групп должностей главных инспекторов и инспекторов муниципальных контрольно-счетных органов. По итогам проведенной работы на заседании госсобрания документ внесены изменения в закон республики о реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы республики, а также принят закон республики о некоторых вопросах в сфере внешнего муниципального финансового контроля республики Саха-Якутия. Новый закон призван обеспечить законность в сфере внешнего муниципального финансового контроля и гарантии прав проверяемых лиц. Также по нашей организации в 2024 году решением Якутской городской думы принято положение контрольно-счетной палаты города в новой редакции. Также внесены изменения в регламент, утверждены стандарты организации деятельности и стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утвержден порядок классификации недостатков и их негативных последствий, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля. Уважаемые депутаты, на текущий год план работы контрольно-счетной палаты сформирован и утвержден в соответствии с полномочиями нашими согласно федеральному закону об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов. В отличие от предыдущих лет, в текущем году планируем уделить больше внимания проведению экспертно-аналитической работы. Так будет проведена оценка реализуемости риска и результатов достижения цели социально-экономического развития городского округа, аудит эффективности использования муниципальных ресурсов на реализацию молодежной политики,
анализ результативности мер, направленных на внедрение инновационных и цифровых технологий, оценка эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, находящимися в хозяйственном ведении предприятий и обществ, а также управление дебиторской задолженностью по доходам. Кроме того, по предложению главы городского округа будет проведена оценка обоснованности формирования штатной численности и оплаты труда работников в сфере образования, а также анализ потребностей и фактической оснащенности материально-техническими ресурсами организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства. Также в рамках нашей контрольной деятельности будут предусмотрены проверки использования средств, предусмотренных на обеспечение жильем молодых семей, финансово-хозяйственной деятельности предприятий тепловой энергии. В социальной сфере будет проведена проверка реализации мероприятий ведомственного проекта «Здоровый город» в рамках программы «Молодежь, семья, спорт. Здоровый город». В сфере строительства и инвестиционной политики планируется проведение проверок использования средств на организацию и обеспечение благоустройства общественных пространств, поддержку и развитие предпринимательства, развитие туризма. По направлению ЖКХ будут проведены проекты в области развития систем коммунальной инфраструктуры, а также гражданской обороны, защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций. Следуя принципам открытости и гласности, полная актуальная информация о деятельности контрольно-счетной палаты, итоги наших контрольных и экспертно-аналитических мероприятий размещаются на официальном нашем сайте и в социальной сети ВКонтакте. Доклад окончен. Благодарю за внимание.